У нас в студии снова гости. Это Айдар Сулейманов, певец, заслуженный артист Татарстана. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Айдар, вы только что вернулись с этно-поп-конкурса, который проходил в Якутии. И заняли, вернее, взяли там гран-при, с чем мы вас поздравляем. Спасибо. Да. Давайте расскажем, что это за конкурс вообще, что там исполнялись, какие песни? Это первый межрегиональный конкурс современные песни в жанре этно-поп. Биркун, под одним солнцем. 11 регионов участвовали в нем. В основном это тюркские народы. И обязательное условие исполнять на своем родном языке. То есть это и национальное одновременно, да, и тем не менее современное, скажем, да. То есть вот такой вот синтез. Хорошо. Что вы исполняли? Я исполнял 2 татарские народные песни и 2 песни композиторов. Они только в музыкальной обработке звучат как современные? Или в вашем голосе тоже есть что-то такое современненькое? Конечно же, и в музыкальном, и в голосе. То есть это народные песни были в обработке в современной аранжировке, скажем так, да? Айдар, а можно отрывочек? Да, вот хотелось бы послушать. Чтобы проникнуться. Да, чтобы иметь представление. Окласица күлмәгеңнең яқаларын кем уйган. Вот примерно что-то такое. Это что-то про любовь. Про любовь? И татарский мон, и современный. Здорово. Хорошо. Это ваш не первый конкурс, да, большой? Да, конечно. Где вы еще участвовали? Что вы еще выигрывали? Какие у вас еще есть титулы, награды? Это большой фестиваль, который проводится тюркский. Да, тюркский, тюрквидение. Да, я была, я видела. Конечно. Молодец, Я спасибо. присутствовала. Да, и самый главный, самый интересный вопрос, чем конкурс нынешний, он называется «Под одним солнцем», да? Чем он отличается от других конкурсов? Чем отличается? Ну, конкурсы на самом деле мало чем отличаются, только в жанровом, скорее всего, исполнении. Вот. А сколько участников было, из каких стран, участников республик? было 11 регионов, субъектов России. Тыва, Алтай, Ямал-Ненецкий, Чукотский автономный округ, башкиры наши друзья. Ну, куда ж без них? Удмурты, то есть довольно очень сильный География конкурс. такая широкая была. Да. Гран-при ваш, это однозначно, уже никто не Гран-при отберет. Татарстана. У Татарстана, да. Наш. Правильно, Общая политически победа, правильно, да. Общая победа. А кто вам еще запомнился? Чей номер был очень интересным и кого стоит поискать в Ютьюбе, может быть, из артистов? На самом деле очень сильные горловики, горловое пение, это Тыва, это Алтай, то есть это были настоящие соперники. И во время голосования прямого эфира То есть вот так вот было, да? То есть не жюри выбирало, а... Жюри, конечно же, жюри. 5 республик нам поставило 11 баллов, 3 республики 10 баллов, ну и там 9. прям Евровидение. Да. 12 points goes to. И, значит, они были самыми сильными соперниками, да? Да, конечно. Не хочется спрашивать, конечно, про провал, кто провалился, поэтому и не будем. Ну, такого нет. Не будем. Почему? Наверняка все выступили проигравших достойно. нет, скажем так. Проигравших нет, потому что победили мы все от того, что все наши культуры стали богаче. Какие-то, может быть, есть идеи в дальнейших конкурсах поучаствовать? Традиционный Где мы еще вас вопрос. сможем посмотреть? Ваши творческие планы, скажем так. Так, творческие планы, да, на самом деле конкурсов очень много, и творческих планов тоже много. В апреле собираюсь на 5-й континент, в Австралию, показать татарскую музыку, татарские песни. Дай бог, все получится. Ну, вот как-то примерно так. Ну, это, в общем-то, такие задумки грандиозные, Австралия, поэтому нам остается только пожелать вам успеха. Покажите, представьте наш Татарстан, как всегда. Внимание. При поездке в Австралию самое главное, нужно пожелать хорошего полета, потому что очень долгий перелет, и не потерять голос во время перелета, и настроиться, ну и снова, конечно же, показать всем класс. Айдар, спасибо большое, с победой еще раз, дальнейших творческих успехов, надеемся, что мы с вами встретимся еще с медалями, кубками и другими победами. Обязательно.